вашу бытность игрока Фиорентины, и вот ваши воспоминания, во-первых, о самом городе, ну, я полагаю, что о городе Флоренция у вас исключительно положительные воспоминания, о клубе, о болельщиках и вообще вот об этом именно, ну, так скажем, атмосфере. Да, атмосфере и вообще том, что вот связано с футболом Флоренции. Я уже говорил, это все-таки центр, можно сказать, это Фиорентина, это центр Италии, это вся история там очень хорошая история всей Италии, можно так сказать, хорошая архитектура, музеи хорошие, там есть что посмотреть, есть куда походить, вот, не только в клубы ночные, там, не только там, я так говорю в кавычках. Да. А сейчас должна прозвучать шутка про кофейню какую-нибудь. Кофейню или про эгоизм, да, наверное, какой-то там, какой-то есть, да. Но это реальность, это жизнь, поэтому мы сейчас что угодно можем говорить. Но Флоренция это, конечно, город красавец, я думаю, что один из лучших в Европе. И, естественно, культура, во-первых, потом отношения, ну, солнце. Когда вы встаете, на улице солнце, уже другое настроение. Вот сейчас в Москве-то какого солнца? Нет уже сколько? Дней 10, какое может быть настроение, если 10 дней нет солнца? Если было солнышко, народ по-другому был, подобрее, поинтереснее, нужно было. А вот когда каждый день солнце, ты, конечно, добрый, ты общительный. Ну, вообще итальянцы, они сами по себе общительные. Потом, это другой менталитет, это питание, ну, я имею в виду, еда, культура, ну, все что угодно. Вот. И, естественно, что можно сказать? Только можно хорошее сказать. Болельщики это своеобразные. Болельщики, они очень горячие, очень справедливые. И всегда, если они увидят какой-то фальшь на футбольном поле, то я думаю, что не сдобровать. Был такой случай с Эффенбергом, когда он выходил, не очень отдавался на футбольном поле, то у него возникли проблемы с болельщиками, ему пришлось уехать опять в Германию, вернуться в Германию, потому что... Проблемы могут возникнуть с местными болельщиками? Ну, когда ты выходишь на футбольное поле и не отдаешься полностью команде, болельщики же все видят. Да, а во Флоренции, они... Ну как, они приходили, там чуть ли не на драке было действие на базу или на гостиницу, где они там находились в тот момент. И, естественно, впоследствии, я не говорю, что он сразу сел в самолет и улетел. Впоследствии Эффенбергу пришлось покинуть Флоренцию и вернуться в Германию. Ну, давайте тогда вот какие-нибудь истории, связанные с вами. Я понимаю, что в Фиорентине вы играли не так много, как в Англии, например. Но, тем не менее, 100% какие-то интересные истории у вас есть. Первая история, это мы приехали из Англии, сами понимаете, что в Англии там к этому относятся как бы нормально, в Италии более серьезно. Мы приехали и сразу как бы у нас еще был Андрей, маленький сын, ему было там, он захотел Макдональдс. Мы, естественно, пошли в Макдональдс. На следующий день я приехал на тренировку, и мне директор говорит: Андрей, мы понимаем все прекрасно, но у нас же мы все-таки в Италии, какой Макдональдс ты ходишь, ты что делаешь? Да я не ходил, говорю, это мой сын, для сына там брали. Он говорит, ну все равно. Во-первых, штраф за Кока-Колу, обязательно Кока-Колу не пьют, ну, я думаю, что это правильно. Макдональдс, естественно, не едят фастфуды. Ну как можно Макдональдс есть в Италии? Ну, это смешно просто, да? Ну, естественно, я объяснил, что это было для сына, как бы. Естественно, я сам Макдональдс. Ну, увидели, потому что увидели, доложили, конечно. Маленький город, поэтому Сане надо быть осторожным в том плане, что смотреть, куда идти, чего. Аккуратнее, поаккуратнее. Потому что все знают, все знают, куда ты идешь, что ты делаешь. И тем более, если он будет играть и забивать как Батистута, тогда его будут на руках носить. Если будет не очень важен, я думаю, что могут возникнуть проблемы.